Очень важно читать книги каждый день. Чтение расширяет словарный запас, увеличивает кругозор и воображение. Оно делает человека уверенным в себе и помогает убедительнее отстаивать свое мнение. В Уфе проходит ежегодное мероприятие «Неделя детской и юношеской книги». Сотрудники детских библиотек города проводят мастер-классы, викторины, квизы, игры, беседы и экскурсии для школьников. В этом году выбрана тематика космоса. За неделю детские библиотекари придумали, организовали и провели 45 игр, праздников, 23 квиза, 22 встречи, 70 онлайн-мероприятий и 18 стримов. Я беру довольно часто книги из библиотеки, примерно раз в неделю. Больше всего мне нравится жанр фантастика, и я могу читать книги очень быстро, но могу подолгу держать и перечитывать. Всего в неделе детской и юношеской книги принимает участие около 4500 человек. Помимо мастер-классов и игр, читатели от 10 до 18 лет могут принять участие в творческом конкурсе сочинений, где можно написать историю или эссе о своей любимой улице, снять промо-ролик о любимой книге. Дина, расскажи, в чем суть этого мероприятия? Суть недели детской книги состоит в том, чтобы дети развивались, читали книги, и на протяжении всей недели они участвовали в различных мероприятиях, а в частности писали различные сочинения про истории своей улицы, на которых они проживают. И таким образом они изучали историю, развивались и участвовали в данном мероприятии. А ты сам читал эти сочинения? Безусловно, я читал эти сочинения, они мне очень понравились. Среди них запомнилось одно сочинение читателя из старшей группы. Он написал про улицу Первомайскую. У всех участников недели есть возможность пообщаться с известными детскими писателями Уфы. Церемония награждения лучших работ проходит в Центральной городской детской библиотеке имени Худайбердина. Победители и призеры получают дипломы 3, 2 и 1 степени, книги, а также пригласительные билеты в Музей истории города Уфы, Уфимский планетарий, Театр юного зрителя, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов. Ученые рекомендуют читать хотя бы 15 минут в день. Регулярное чтение может перестроить работу мозга. Виктория Насырова, Азамат Даянов, специально для Горы новостей.